Это программа «Актуальное интервью». И сегодня на связи с нами Красноярск. Гость студии – доктор биологических наук, исполняющий обязанности заведующей лабораторией лесной пирологии Института леса Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Галина Александровна Иванова. Галина Александровна, добрый день. Расскажите вкратце о лесной пирологии, что является предметом изучения этой науки и какие исследования проводит ваша лаборатория. Лесная пирология, иначе это наука о природе лесных пожаров, то есть о их возникновении, какие условия вызывают, какие пожары бывают. Пожары, как вы знаете, бывают низовые, бывают перебрасываются в верховые, они переходят. Бывают пожары, которые торфяные пожары. То есть вот три таких основных вида пожаров, которые действуют и в Якутии. На основе вот этих знаний о природе лесных пожаров и разрабатываются системы противопожарных мероприятий. В Якутии более 3 месяцев ведется борьба с небывалыми лесными пожарами. Исследования ученых говорят о том, что лесные пожары – это все-таки последствия изменения климата. Какое у вас мнение? Нужно ли пересмотреть в связи с этим региональные программы по защите лесов от пожаров? Если под региональными программами имеется в виду увеличение объемов финансирования на борьбу с пожарами, то их, безусловно, нужно поддержать. В настоящее время на охрану и защиту лесов в Якутии выделяется для субъекта 6-10 рублей на 1 га лесной территории. Это что в несколько раз по сравнению даже с европейскими регионами России. Не говоря уже о том, что какие средства вкладываются в охрану лесов с зарубежными странами, такими как Канада, США и Испания. Необходимо значительное наращивание сил и средств лесного пожаротушения и прежде всего за счет значительного прямого финансирования из федерального бюджета. Для улучшения охраны лесов от пожаров в Якутии и в других регионах Сибири необходим пересмотр предложенного Рослесхозом в 2015 году лесопожарного зонирования лесной территории и выделения зон контроля. Это зонирование, разработанное без привлечения специалистов Российской академии, к большому сожалению, содержит в себе грубейшие ошибки, которые в результате спровоцировали значительное ухудшение лесопожарной обстановки в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока в последние годы. Необходимо скорейший пересмотр данного зонирования в сторону увеличения так называемых зон активного тушения. И работа эта должна осуществляться с максимальным привлечением профильных научных специалистов и с самым широким обсуждением этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами. Также необходимо превентивное проведение противопожарных мероприятий на особо охраняемых территориях, таких как заповедники и заказники. Также необходимо проведение профилактических мероприятий противопожарных по защите населенных пунктов от лесных пожаров. В Красноярске действует региональный лесопожарный центр. Такой же центр власти Якутии предлагает организовать в Якутске. Поддерживаете ли вы инициативу Айсена Николаева и чем специализированный центр будет полезен в сохранении лесных фондов? Вот региональные лесопожарные центры, они существуют и в Красноярском крае, и в Якутии давно. Это на базе бывших авиабаз они созданы. А здесь, по-видимому, идет речь о создании, как в Красноярске, которого предполагается, крупного авиационного межрегионального центра, который бы имел резервы для оперативной переброски необходимых средств и сил в пределах федерального округа. Подобный центр в Якутии мог бы увеличить оперативность реагирования на крупные и массовые пожары в федеральном дальневосточном округе. То есть он был бы с базированием в Якутске, такой центр, безусловно, был бы полезен не только Республике Якутия, но и Дальневосточному федеральному округу. Предложение, конечно, нужно поддержать. Также необходимо не забывать
что нужно восстанавливать заброшенные авиаотделения и наращивать количество сил и средств пожаротушения именно на местах в лесных районах, чтобы была своевременная реакция на тушение и обнаружение лесных пожаров. Вот, например, Алёкминское авиаотделение. Там мой отец работал сначала лесничим, потом работал руководителем тушения пожаров. Ведь они же уезжали где-то с мая и до самого снега тушили летом эти пожары. Но это и был результат. Конечно, и в то время была вот эти смог был, и красное солнце через дым. Но тем не менее пожары тушились. При Институте леса действуют крупные лесопитомники. У вас есть огромный научный опыт по восстановлению лесов. Нужно ли утилизировать погибший лес или положиться все-таки на его естественное восстановление? Институт леса непосредственно, так сказать, восстановлением территорий, которые повреждены пожарами и другими вырубками, не занимается. Но тем не менее он изучает это все и дает рекомендации, как это делать. Но а в данном случае, конечно, на миллионах гектар стоит сейчас лес, пройденный пожаром. Конечно, он в разной степени поврежден. Но если вот так смотреть реально на ситуацию в Якутии, где очень плохо с дорогами, где недоступны эти леса фактически, и где заготовка древесины в промышленных масштабах не производится, а только в основном на потребление местного населения, то заготовка деревьев, погибших древостоев, возможно только на территориях, прилегающих к населенным пунктам и доступных транспорту. Так как если поврежденные огнем деревья не использовать в течение первых 2-3 лет после пожара, то они утрачивают свои товарные качества. А заготовить древесину, то есть в дрова переходят, а заготовить древесину на миллионах гектар без отсутствия дорог за этот период, ну, просто невозможно. А лесные территории, по моему мнению, необходимо оставить под естественное лесовозобновление. Тем более, что известно, что лесные пожары – это экологический фактор существования лесов на многолетней мерзлоте. Установлено, что пожары положительно влияют на многолетнюю мерзлоту, почву и, соответственно, на деревья. Не только в прямом воздействии огня, но и в том, что тут даже, наверное, отрицательное прямое воздействие огня. А положительное – это то, что изменяется послепожарный обмен. То есть сгорает изолирующий вот этот напочвенный покров сверху, и поверхность в совокупности с уменьшением альбедо, потому что темная территория поглощает лучи, она нагревается, и, соответственно, мерзлота отступает. И создаются условия, то есть происходит увеличение активного корнеобитаемого слоя для деревьев, и, соответственно, появляются благоприятные условия для лесовозобновления, то есть появления новых деревьев. А искусственное лесовосстановление, так сказать, в масштабах Якутии, оно, конечно, оправдано только на рекреационных территориях, которые прилегают, где население пользуется лесом. Ну и должно, соответственно, проводиться с учетом производственного опыта якутских специалистов и в зависимости от региональных условий. А сколько времени нужно для восстановления погибшего леса при пожарах? Ну, во-первых, там все равно сохранилось что-то. Конечно, это будет редколесье. А пока вырастет новый вот этот подпирающий, но я думаю, лет 50 до нормального леса минимум. Лес – это такой мощный адсорбент, и он и вот углекислоту поглощает, за счет которой растет, которая вот в связи с выбросами, это уже мы переходим к углероду, в связи с выбросами углерода промышленными предприятиями, ведь наш земной шар, он кажется большим, но на самом деле он такой маленький, и перенос идет по всему земному шару. Если Китай что-то выпустил, то через Америку к нам это все равно что-то долетит. А если
Вот было, допустим, там, где взрывались, Чернобыль этот, он же все равно пришел в Сибирь, все равно следы были. И поэтому перенос вот этот аэрозолей и леса якутские, они же все-таки на таких огромных территориях, и они поглощают это все. И даже то, что когда будет восстанавливаться вот это лесовозобновление молодое, оно уже поглощает. То есть даже если это будет стоять не взрослый лес, а это будет молодой, то он еще тоже поглощает эффективно все. Поэтому, конечно, это легкие. С точки зрения промышленной заготовки, конечно, ждать долго. А с точки зрения того, что восстанавливаться уже будут территории как легкие, скажем так, планеты, это, конечно, значительно быстрее. Ну, лет 10, 20, 15. Нынешнее лето, к сожалению, устанавливает свои антирекорды, и якутское лето выдалось самым засушливым за последние 150 лет, и нет никаких гарантий, что в следующем году ситуация с пожарами снова не повторится. Каковы ваши прогнозы на лесопожарную ситуацию на ближайшие 5-10 лет? Я хочу сказать, что вот такие экстремальные сезоны в Сибири, они всегда повторялись и раньше были, просто не в таком вот огромном масштабе, как сейчас, что связано и с ухудшением охраны лесов от пожаров, и наличием этой засухи, наличием того, что не проводится тушение пожаров. Ведь раньше же, в советские времена, хотя страна была и не богатая, тем не менее находились деньги даже на охрану территорий тундры, где паслись олени. Все было сделано для того, чтобы пожары не распространялись, чтобы был корм оленям, чтобы люди были заняты работой, а не уходили с этих территорий. Поэтому я и говорила о том, что необходимо сокращение этих территорий контроля и тушение, даже я бы призвала все-таки к тотальному тушению всех лесных пожаров, чтобы не возникало источников распространения огня. Галина Александровна, благодарю вас за интересную беседу. Спасибо.